В следующем году выборы президента Татарстана, текущего президента Рустам Нургалиевич Минниханов. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, может быть, ваше личное, либо, может быть, то, что вы слышите от круга ваших знакомых, то, что витает в воздухе о нем. Скажите, пожалуйста, пару слов. Я считаю, что вполне можно голосовать за него на второй срок, потому что я вот была в Казани 2 раза, погуляла, поездила по Казани, очень понравился город, очень понравилось то, как его облагородили, сколько всего нового построили, какие сделали зеленые зоны. И я считаю, что это непосредственно тоже его заслуга, и вполне одобряю кандидатуру. Много раз бывала в Казани, любимый город однозначно. И мои знакомые, мои друзья, проживающие в Казани, довольны тем, что он делает для Татарстана. И я думаю, это было бы справедливо поддержать его кандидатуру в этот раз. А вы сами откуда? Скажите, пожалуйста. Я из Узбекистана родом. Я из Москвы, корни Нижегородской области. Представьтесь, пожалуйста. Булат Мингулов. Мен өзім Қазаннан, Мәскәүдә инде 17 яшь яшим. Монда высшая школа экономики бетердем. Хәзер маркетолог булып эшлим үзем. Шулай. Кто для вас Рустам Нургалиевич? Как вы его видите и как видите его деятельность, его пользу для республики и его как личность? Для меня Рустам Абый Минниханов – это человек, который в 6 утра бывает на работе, да, вот. В 7 утра уже весь Кабмин на работе, да. И так 30 лет, да. К 11 утра у него уже вся работа закончена, пока вся остальная страна только просыпается, вот. Для меня Рустам Абый это школа госуправления. И люди, которые у него проходят эту школу, потом добиваются везде успехов. Да? И об этом Владимир Владимирович тоже говорил, что вот татарстанские кадры, они самые ценные. И вот то, что вот столько людей из Татарстана, да, в Москву приезжает, это тоже наглядное тому подтверждение. Рустам Абый для меня это образец гармоничной политики внутренней, да, и внешней тоже, да, что вот со всеми все хорошо, со всеми дружим, налаживаем сотрудничество. И для меня Рустам Абый Минниханов – это перспектива дальнейшего поступательного развития Татарстана, развития его культуры. Вот, наверное, кто для меня Рустам Абый Минниханов. Абсолютно согласна. И то, что вся республика называет его Рустам Абый, это уже о многом говорит. Кстати, спасибо, что сказали по поводу режима работы, в котором работает весь Татарстан с его подачи. Он сам в первую очередь. Если зайти в его Инстаграм, то в 6 утра собственноручно сделанное фото площади перед его кабинетом он выкладывает ежедневно. А все какие-то рабочие совещания организационного характера, они проводятся, планерки и так далее, проводятся во вне рабочее время, в субботу, либо ранним утром в понедельник. И вся республика так живет. Собственно, поэтому и результаты такие. Всем привет, Маргазда Салям, меня Исемем Гульнас. Я вообще на самом деле сама из Башкортостана, но как бы по впечатлениям, как бы какие мероприятия проходят в Москве и где приезжает Рустам Нургалиевич, я вижу работу. Во-первых, это соединение, быстрая дорога Москва Казань. Это на самом деле большой плюс, чтобы ускорить вот, как сказать, транспортную логистику, чтобы люди, как бы, кто скучающие татары, они в Татарстанга на родину ездили. Я вам завидую, если честно. Я тоже хочу, чтобы в Башкирию быстрее можно было перебираться. Благодаря Рустаму Нургалиевичу спонсируются все мероприятия, которые здесь проходят для татар. Потому что мы как бы находимся вдалеке от своей родины, и чтобы сохранить культуру, свою нацию, язык сохранить, это все для развития, чтобы мы не потерялись как нация. Ассаляму алейкум, меня зовут Ильнур. К Рустаму Нургалиевичу относимся с большой любовью и уважением. Очень много сделает он для республики. При нем Татарстан обрел новый уровень. И много производств, появилось ВВП, стал высоким. Я желаю, чтобы в следующем году его переизбрали, иншаллах, и чтобы во благо нашей республики это было, и главное, чтобы население было довольно, и
хороших кандидатов, других соперников, настоящей борьбы, справедливой. Ваше мнение о деятельности Рустама Нургалиевича Минниханова и о его вкладе в развитие республики? Да, ну при нем стало, конечно, спокойнее. Казань стала спокойная, нормальная, меньше преступности стало, и бизнес процветает. Не стыдно говорить, что ты из Татарстана. А откуда именно вы из Татарстана? Ну, у меня несколько корней есть. В основном казанские, конечно, там, есть еще и с Кукмара родственники, из богатых Сабы. То есть по всей стране. Широкий охват. С нами Ямалиев Рустам Фаизович, идейный вдохновитель, организатор всех татар Москвы, Российской Федерации, которые стекаются сюда в Москву. И Рустам Фаизович, в следующем году выборы президента Республики Татарстан. Текущий президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Вы о нем знаете не понаслышке, вы знаете о его деятельности изнутри, сами непосредственно взаимодействуете со всей этой структурой. Скажите, пожалуйста, поделитесь вашим мнением о его деятельности, о его вкладе в развитие республики, о статусе Татарстана при нем, во внутренней, во внешней политике. Поделитесь, пожалуйста, вашим экспертным, не постесняйтесь этого слова, мнением. Ну, Рустем Нургалиевич наш раис. Мы, во-первых, его считаем не раисом Татарстана, мы его считаем раисом всех татар в России. Вот. Мы знаем его биографию, я общался с людьми, с которыми он работал в молодости, потом уже в становлении работал, он работал в лесхозе, начинал, потом был главой администрации, потом был министром финансов, потом был 10 лет он премьер-министром, поэтому с ним кто работал, я с ними общались мы, он нисколько не поменялся, он всегда был такой работоспособный, его отличает от нас тем, что у него в сутках 30 часов, и он успевает все. Он компетентный, он ответственный, он миллижанныкши, что для нас очень важно, миллижанна, рухлыкшивал. Вот в прошлые выборы мы собрались здесь аксакалами, да, аксакалы, и они написали коллективное письмо в прошлые выборы. Мы самые первые в прошлый раз написали коллективное письмо, просьба, чтобы он принял участие в выборах. Вот. У нас это написали люди, которым 70 лет, 80, кого-то в живых уже нет, но они очень ответственно его просили принять участие в выборах. Ну, насколько он прочитал письмо и насколько он откликнулся, я не знаю, но выбор был правильный, что за него мы проголосовали, и причем мы же не просто казанцы. У нас здесь вот сегодня, например, собрались, мы здесь 100 человек, да? Вот из этих 100 человек многие же Мордовия, Пенза, Ульяновск, Нижгород. Здесь многие из Уфы татары. И все о нем знают. Мы гордимся, что у нас есть такой президент, да? И вот все-таки мы конгресс тюркских народов, тюркских. И вот и прошлый раз, нынче мы эту тему еще на конгрессе не обсуждали. Но в прошлый раз вот у нас тюркские народы все единогласно, конечно, хотели, просили, все подписали это письмо, и аксакалы, и тюркские народы, и сообщество татар Москвы, чтобы он принимал участие в выборах. Я считаю, это очень достойная кандидатура, и Аллах, Господь Бог, это подарок судьбы, что у нас есть такой раис. Мы в него верим. Мы уважение, им к нему вкладываем свое уважение, свою веру и очень надеемся, что он обязательно примет участие в будущих выборах. А мы, в свою очередь, все сделаем возможное, создадим здесь штаб и, конечно же, окажем максимальную поддержку в его, во-первых, выборы, а если все будет нормально, и в дальнейшей его деятельности. Здоровья ему, удачи. Он принадлежит всему татарскому народу. Спасибо.